Аграрный сектор республики должен стать цифровым, а само сельхозпроизводство менее затратным, но при этом более рентабельным. Такую задачу поставил глава Башкортостана на дне поля, который прошел в Кармаскалинском районе. Что поможет сельчанам выполнить это поручение, знает мой коллега Азат Садреев. Пахнет оливковым маслом. То есть вы его заливаете сюда, да? Ну вот просто продемонстрирует, да, это так. Вместо дизеля рапсовое масло, которое можно самостоятельно добыть практически в любом хозяйстве. Экспериментальный выставочный генератор пока используют для того, чтобы вскипятить электрочайник. Но в перспективе технология поможет значительно сократить расходы аграриев на ГСМ. Небольшая установка позволяет изготовить до 300 литров биотоплива в час. Чтобы на нем работали трактора и комбайны, в двигателе необходимо внести минимальные изменения. У двигателя только меняются прокладки, старые резинки меняют на силиконовые. И все, где низкое давление. А где высокое давление, там уже стоят медные, ничего не меняется. Модернизации практически никакой нет? Нет, никакой нет. Тут титановое число выше, практически на 10 единиц. Поэтому двигатель работает мягче. На дне поля, кроме достижений в растениеводстве, также представлены самые современные сельхозтехника. Посмотреть ее приехали представители 23 муниципалитетов республики. Все вместе они дают более 40% продукции агропромышленного комплекса Башкортостана. Аграриев на мероприятии поприветствовал глава республики. Рустем Хамитов отметил, что год был непростой. Посевная кампания довольно тяжело проходила холодной весной, но на полях все же вырос хороший урожай. Однако перепроизводством заниматься не стоит. Прошлогодний зерновой бум привел к снижению цен на рынке. Чтобы этого избежать впредь, лучше сделать упор на расширение линейки продукции. Нужны рапс, лен, горчица, трамба и так далее. То, что вот последние годы как мантру мы повторяем. Займитесь диверсификацией. Провели день поля в Баймаке. Прекрасно растет за Урале горчица. Я не говорю о том, что вот надо все бросить и всей республикой сейчас заниматься производством горчицы. Нет. И хлеб надо выращивать, безусловно. Но вот такие элементы новые нужно внедрять. Приятной новостью для аграриев стали слова о том, что на их поддержку республика дополнительно выделит еще 1 миллиард рублей. Таким образом, общая сумма в этом году превысит 5,5 миллиардов. Но не стоит надеяться лишь на субсидии. Сельское хозяйство должно стать цифровым. Уже сейчас в некоторых хозяйствах за урожайностью следят беспилотники, на полях установлены датчики, а целые фермы управляются с мобильного телефона. Однако пока это скорее исключение из правил. Сегодня нам Артемида показывала. Значит, мы с вами в прошлом году смотрели. Кроме растениеводства, они еще запустили в животноводстве. То есть у них по животноводству управление фермой на телефоне. И по растениеводству, по их словам, что на 40% у них уменьшилась себестоимость и, естественно, увеличилась эффективность. Только после внедрения системы высокоточного земледелия. То есть это датчики. О плюсах цифрового животноводства не понаслышке знает фермер из Южной Африки. Последние 2 месяца он провел в Башкортостане и перед вылетом в ЮАР решил посетить День поля в Кармаскалинском районе. На следующий год Эрнест Смит планирует переехать сюда насовсем, развивать овцеводство и не только. Я еще хочу попробовать выращивать кукурузу. У нас в Южной Африке эта культура не очень востребована. А тут из нее также можно делать корма, отправлять на силос. Я, возможно, привезу сюда какие-нибудь африканские культуры, которые в Башкортостане никто не выращивает. Возможно, к тому моменту, как африканский фермер вернется в Башкортостан, многие задачи, поставленные на дне поля, уже будут выполнены. Ну а пока он смог не только узнать о мерах господдержки республиканских аграриев, но и стать свидетелем символического старта уборочной страды. В целом по республике уже намолочено более 20 тысяч тонн зерна. 3, 2, 1, старт! Азат Садреев, Артур Ханов, Виктор Миренков и Антон Барков. Новости. Кармаскалинский район.